Патриотизм был на самом высоком уровне. И именно уже каждый старался внести свою лепту. Буквально там каждый старался пойти на фронт в начале 1942 года. Был создан такой вот именно после призыва комсомола вступать, отправляться на фронт. У нас в Башкирии был собран первый комсомольский эшелон девушек-комсомолок, который со всей республики, их было больше 3000. Некоторые даже прибавляли себе возраст из сельских населенных пунктов, ну, там это было, наверное, легче сделать. 15-летние даже девушки были, уходили на фронт, они прибавляли возраст. Нас собрали в 3-й школе, приезжали представители из фронта, и мы там принимали, в этой же школе мы там приняли присягу. Я же уфимка, я жила дома в это время. Я в школе не жила, не ночевала там. Вот. Но, конечно, многие были из района Башкирии. Они, конечно, там, наверное, и ночевали. 9 мая в городе Уфа было организовано несколько точек, где ночевали участницы девичьего эшелона, комсомольские эшелоны его называли. И в нашей гимназии был штаб. Здесь разместили больше 100 будущих героинь, мы бы так сказали. И когда мы поднимаемся по этой лестнице, мы представляем себе, как они тоже шли. Вот эта лестница, она выглядит так, как она выглядела в 1942 году. Девушки провели здесь ночь 9 мая 1942 года. Это была последняя ночь их мирной жизни. Это была ночь перед войной. И в последний раз, вот в такой необычной для себя компании девушек, которые приехали, чтобы отправиться на Сталинградский фронт из разных уголков Башкирии. Мы знаем, что это были девушки из Дюртюлей, из других городов, из разных и даже очень дальних районов, потому что все они не могли остаться в стороне в такой трудный для страны час. Они все захотели защищать ее, защищать свой дом, свои семьи. После того, как мы приняли присягу, нас строем отправили на железнодорожный вокзал. Моя мама тоже прошла к вагону, а вагоны были товарные, так перекладина, а там внутри нары. И мне было очень обидно, когда поезд уже тронулся, мне места не досталось. Я стояла. Ну и, конечно, в слезах, потому что мы расстались с мамой. Там девушка одна ехала из Буздяка, Маша Никитюк. И она как-то, мы с ней познакомились, она подошла ко мне и меня как-то стала успокаивать, потеснилась, и мы с ней вместе вот так и так познакомились, и так мы ехали. В октябре 1942 года погибла. Это уже во время боев, когда в Сталинграде были сильные бои. Нас сильно бомбили, и она сразу погибла, потому что ей тяжелое ранение было у нее, оторвало левую руку вместе с плечом. Вот среди прочих документов у нас есть архивный документ по номерам 25. Можно сказать, что эта папка особенная, так как здесь даже есть обозначение «совершенно секретно». Когда-то это было действительно секретно, сейчас все документы рассекретили, но самое главное – это список школьных учреждений, которые в годы Великой Отечественной войны были приспособлены под госпитали. Есть у нас этот список, надо отметить, что бумага, как видите, уже такая старая, уже немножечко начинает трескаться. И здесь мы видим целый список, сколько учреждений, сколько школ были приспособлены под госпитали. У нас их с учетом районов Стерлибашевский, Шаранский, ровно 13. Мы идем с вами в одно из значимых зданий Великой Отечественной войны, в которое располагался ЭВК-госпиталь номер 1741,
где солдаты и офицеры Великой Отечественной войны, советские солдаты проходили реабилитацию и лечились от полученных ран. Госпиталь 1741 начал свое существование с 1 июля 1941 года, в самом начале войны. И уже 28 июля сюда пришел первый эшелон в количестве 100 солдат. 100 очень тяжело раненых солдат, требующих операцию и больничное лечение. И уже с самых первых месяцев войны начал заполняться и работал до самых последних дней Великой Отечественной войны. Основное обеспечение эвакогоспиталя было за счет населения города, которое наполняло его. Люди приносили сюда мясо, приносили сюда различные зерно, помогали. Очень много военных врачей приходило сюда работать из эвакуированных территорий, потому что порядком 80% медиков с республики сразу ушли на фронт. То есть здесь основные врачи были тех, кого эвакуировали с фронтовых районов. И очень много было вольно-наемных людей, которые приходили и помогали, с санитарками работали, люди без даже профильного образования. Это все жители нашего города, все, кому было не безразлично подвиг солдат. Здесь на самом деле была гимназия, и это учебные классы, они были очень хорошо приспособлены под палаты. И все переходы, все стены действительно были завалены ранеными. То есть на каждом месте находились бойцы Красной Армии, которых привозили с вокзала сразу сюда. С вами находимся в актовом зале эвакогоспиталя номер 1741. Действительно небольшое помещение, но по воспоминаниям главного врача Вострецовой, здесь первый эшелон располагался порядком 100 человек. Здесь лежали, ждали медицинской помощи, ждали операций бойцы Красной Армии, офицеры Красной Армии, которые хотели вернуться на фронт, хотели выжить, хотели выздороветь. И благодаря помощи медработников, которые работали здесь, благодаря стараниям вольно-наемных людей, детей, медсестер, врачей, большое количество солдат действительно вернулось в строй, вернулось к жизни. Тяжело понять, как можно в таком ограниченном пространстве разместить 100 тяжело больных раненых. И даже называлось, что это Курский вокзал. То есть сюда люди постоянно приходили, уходили по палатам, уходили по различным другим местам. То есть здесь постоянно была текучка людей, новых привозили безостановочно. В нашем понимании мы можем представить, что они здесь лежали прям штабелями в несколько рядов. И узенькие проходы, в которых ходили медсестры, ходили врачи, помогали им. На самом деле очень тяжелая была атмосфера, и стены этого здания помнят тот груз, который ему пришлось нести, этому госпиталю. Я из Уфы, а ты откуда? Я из Бирска. А мы из Стерлитамака. Это получается, они уже на фронте, да? Да, там со всех районов республики, со всех районов. Вот. Самое интересное мне там было, что из Бирска ушли 50 девушек, и самое интересное, что ни одна не погибла, все вернулись обратно. Они рыли сами себе землянки. Вот они когда приезжали туда, приехали, им даже негде было жить. Они рыли землянки, некоторые делали снаряды прямо там. Они жили в землянках, вставали, умывались снегом. И это было то, что такое, говорит, страшное. Это было столько гул самолетов. Это не как вот просто там самолеты пролетели. Это был такой непрерывный гул самолетов, от которого дрожала земля. И самолеты летали очень низко. Вот я даже, почему я говорю, видела немца, а он снизился, самолет снизился, и я видела этого немца-летчика. Он улыбался даже. Он, видимо, издевался. Ему нравилось, что я как мышонок, прижавшись к этому дальномерному ящику, валяюсь на песке. Нас отправили в 1944 году, в феврале месяце, в Крым, на освобождение Крыма. Оставили на этом острове до конца войны, потому что там была Ялтинская конференция, и мы находились возле Лебедийского дворца, охраняли это воздушное пространство для этого руководителей, которые были. Черчилль приезжал, Рузвельт приезжал, Сталин. Вот они там совещались, а мы стояли, их охраняли.
Кстати, противоэпидемические меры в Башкирии были известны еще со времен войны, а именно с весны 1942 года. У меня в руках документ, а именно постановление народных комиссаров РСФСР о том, что в Башкирии резко повысилась заболеваемость населения сыпным тифом. И, судя по всему, ситуация была достаточно сложной, так как здесь говорится, что бани и прачечные в Башкирии работают с неполной нагрузкой. Во второй декаде марта 1942 года коммунальные бани в городе Уфе обслужили всего 51 тысячу человек при пропускной способности 136 тысяч человек. И здесь же на следующей странице говорится о том, что необходимо произвести дезинфекцию мест общего пользования. Конечно, пандемией это не назовешь, но здесь становится ясно, что даже в годы Великой Отечественной войны велась борьба не только с захватчиком, но и с инфекцией, с заболеваемостью. Кстати, здесь же в этой папке можно оценить степень контроля за выполнением этих поручений. Здесь можно увидеть следующее постановление уже от 30 мая 1942 года о мерах по предупреждению эпидемических заболеваний в стране и Красной Армии, где председателю исполкома Уфимского городского совета депутатов трудящихся товарищу Рубанову за непринятие мер по предупреждению эпидемических заболеваний среди населения города Уфы был объявлен строгий выговор. Предупредить товарища Рубанова, что если в ближайшее время не будет улучшено санитарное состояние города Уфы, то он будет привлечен к ответственности. К сожалению, больше ничего о товарище Рубанове мы не нашли, но надеемся, что с эпидемией тогда удалось справиться. Немцы стреляют, мы наступаем, справа-слева падают, впереди село было. Мы добежали до села с моего взвода, вот 15-16 человек, мы до немцев добежали, человек 6-7 человек добежали. Это было где-то с первых числах июля. Беспрерывно нас бомбили снарядами. И тут же рвались прямо друг на друга лазили. Они пытались нас сбросить. Они сбросить к Волге. Мы прошли всю Украину, Молдавию, Польшу, Германию. Пол Европы прошагали пол земли. Этот день мы приближали, как могли. Это день победы. День победы.